Для тех, кто только что к нам подключился, напомню, что в эфире детская передача «Волшебный паровозик». А давай, Катенька, мы с тобой придумаем сказку. Давайте. Давай придумаем, кто будет главным героем. Дюся. Дюся? Ее зовут Дюся? Ее зовут Надя, ее полоска она зовут Дюся. Значит Дюся. А что это будет за Дюся такая? Она будет главным героем. И вот кем она будет? Может быть, феей или эльфом? Или обычным человеком? Она будет человеком. И что там будет за история, как она будет начинаться? Один раз была девочка Катя. И я хотела куклу себе. И через месяц или два мама пришла и подарила нам подарки. И я видела куклу, и я долго искала ее имя и назвала ее просто Надя. И потом через год, два, три, через 3 года у нее растет. Чуть-чуть растет. И я ее полюбила, но я не так любила. И мы с ней любим гулять, общаться, рассказывать ей всякие секреты. Как лучшие подружки. Какие у меня оценки в школе. Что я делала, что я врала своей сестре там. Самое любимое мы делать с ней, у нас с ней гулять особенно. Это если мы идем на какие-то качели, гуляем, катаемся. Я ее сажу на одну качелю, а я сама на другую. Может быть, в этой, сказке нашей, например, кукла превратится в человека. Или может как сделать? Станет там лучшими подружками. Или будут путешествовать вместе. У меня есть еще одна история. Рассказывай. Я там придумала и реальность. В день мы пошли с моей сестрой Надей в Болгар. И там мы увидели нашу сестричку Варту. И она научилась ходить первые шаги. Мы пошли с ней в парк на море, и она боялась там море. И потом один раз мы в море, я была при нем, так стояла на бережку, в воде, моя сестричка Надя села на меня, и у меня тогда считались зубы, и один зуб выпал. И потом мы его искали и не нашли так. Потом Надя нашла какой-то камешек, хватила, и он уплыл. Отпустила и уплыл. И потом я заплакала, рассказала своей маме. И тогда его забрала русалка. Русалка? Не знаю, какая. Хорошо. А придумай какую-то историю? Сказку. Сказку? Может быть, куколка превратится в русалочку. Потом, когда дотронется до воды. Жили-были одно королевство, большое. Был король, королева и 12 принцесс. Самая младшая была с магической силой. Если она дотронется хоть один раз до воды, то она превратится в русалку. И если скажет волшебное заклинание, то она превратится обратно.
И один раз они пошли на пляж, и маленькая русалочка забыла, что ей нельзя трогать воду. И она трогнула, превратилась в русалочку, и она уплыла очень сильно далеко в океан. И потом ее все искали и не нашли. А русалочка в это время нашла подводное королевство. И там она забыла за заклинание, и она пошла к колдунье. И она спросила ее, пожалуйста, скажи мне заклинание. А она сказала, если ты мне отдашь волшебное ожерелье, то скажу заклинание. И она отдала ожерелье и сказала, я хочу стать человеком, биби-диби-диби. И она превратилась в человека, она была к бережку, она превратилась в человека и стала человеком и нашла у моря свое волшебное ожерелье. Думаю, как она здесь оказалась? А она, оказывается, старая колдунья подарила волшебное ожерелье своей дочери, и она его куда-то положила, и она уплыла на берег. И русалочка взяла и была такой счастливой, что даже праздник сделала для нее. А что это было за волшебное ожерелье? Волшебное ожерелье, потому что там магический кристалл. И если его дотронуться, то он будет сиять на всю планету. Интересно. Хорошо. А ты хотел бы самостоятельно написать свою сказку или сделать мультфильм? Ну, вообще, я один раз, мне было где-то 6 или 7 лет, как бы 7. Я написала поговорку. Я уже ее не помню. Еще я недавно придумала там отрывок от песни. Вот только начала. Классно. Стоит не увлекаться. Так, хорошо. В эфире детская передача «Волшебный паровозик». Сейчас мы посмотрим отрывок из мультфильма и вернемся к нашей программе.